Считается, что мотоспорт возник вместе с изобретением мотоцикла. Сегодня мото и автоспорт относятся к техническим видам спорта, где главным критерием успешности и безопасности спортсмена является его правильное взаимодействие с техникой. Свое мастерство на прошедших соревнованиях показали и сибайские спортсмены на мотоцикл класса эндуро. Общими усилиями участники обеспечили захватывающее зрелище с прохождением трассы и разнообразных препятствий. В турнире приняли участие спортсмены из ближайших областей, что говорит о популярности мото и автоспорта в регионах. Итоги прохождения трассы по дисциплине эндуро-спринт разделились по категориям, победы в которых одержали Юрий Сергиенко, город Сибай, класс Open, Виктор Чепа, город Магнитогорск, класс эндуро, Дмитрий Минюк, город Челябинск, класс Light и Илья Торопов, город Баймак, класс Питбайк. Также класс ветеранов мотоспорта, в котором Леонид Сорокин из Еманжелинска занял первое место. Победитель из нашего города Юрий Сергиенко являлся одним из организаторов соревнований. Участниками мероприятия были любители на мотоциклах класса эндуро. Гонщики приезжали со всех регионов Челябинской области, самого города Челябинск, с Коркина, с Магнитогорска. Также были гонщики Оренбургской области, город Оренбург, Орск, Баймакского района, город Баймак. Также я представлял город Сибай. Представители известного клуба внедорожного туризма «Зауралье» «Ирандыкские медведи» по дисциплине джип-триал также показали свои навыки укрощения полноприводных автомобилей с повышенной проходимостью в условиях бездорожья. Для внедорожников категории 4×4 была организована полоса препятствий, на которой блестяще выступили Руслан Абдулин, занявший третье место, Рустем Бускунов, второе место, и возглавил внедорожную тройку лидеров Леонид Петряков. Ирандыкские медведи завораживали зрителей своим мастерством на всех этапах, показав, насколько зрелищным и интересным может быть автоспорт. Организацию подобных соревнований, конечно, для города Сибая и Баймака это очень интересно. С каждым разом все больше участников становится, более популярно, и в городе все больше видно, что у нас в городе и автомобили вот эти внедорожные люди подготавливают уже более серьезно, популярно очень становится. Поэтому я думаю, это всегда будет популярно, и будем проводить эти мероприятия в дальнейшем. И надеюсь, что мы совместно также будем, так как это все равно технические виды спорта. Все равно они очень зрелищные, очень интересные. Я думаю, это и для молодежи очень полезно, чем они ездят на скутерах просто так, а когда уже что-то организовано для них, это вне дорог, во-первых, вне города, где есть судьи, где есть безопасность, где есть безопасные зоны для зрителей. Это, я считаю, более способствует правильному воспитанию молодежи. Целью соревнований стало развитие мото и автоспорта в регионе, поиск спонсоров и источников финансирования. Организаторы надеются, что ряды любителей эндуро-кросса будут пополняться, а проводимые соревнования найдут поддержку и у властей, и у обычных зрителей. Со своей стороны они всегда готовы обеспечить безопасность и профессиональную поддержку. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильцина, телекомпания СТВ.